Продолжим дальше. Значит, что, если еще говорить об одном примере, скажем, он тоже касается Северного Прибалхашья, это голод. Обратите внимание, до недавнего времени об ашаршылыке мы не говорили. Ни общество, ни публицистика, ни, скажем, там не было исследований, да, об этом не говорила академия и много-много другое. Наверное, лишь последние 20-25 лет эта проблема стала как-то артикулироваться, да, и она стала обсуждаемой. На сегодняшний день, конечно, существуют и публикации, поднимаются архивы и так далее, и так далее. Но именно с исследованием шаршылыка мы сталкиваемся с какой проблемой? С проблемой свидетельств. Дело не только в том, что ушли люди, которые этот голод пережили и помнили. Дело в том, что они почти не оставили воспоминаний и свидетельств об этом. И вот этот кейс позволит нам очень хорошо разобрать вот эту триаду. Канонизированная история, коллективная память, да, и вот то искажение, которое происходит, которое отражается на нашей идентичности, на ментальности, на самооценке народа. Разберем этот кейс. Итак, голод был, а шаршылык был, ну, как бы складывается из двух этапов, да, из двух периодов, начало 20-х и начало 30-х годов. Но когда нам говорят о голоде, и когда говорили в целом о голоде, поскольку наши там бабушки и дедушки, они помнили, да, что вот было мало еды, они там собирали крошки со скатерти, они нам говорили, что вот вы такие избалованные, а мы вот голодали, и мы там, я не знаю, очень скудно питались и так далее, и так далее. То есть, понятно, мы слышали тоже от наших стариков упоминания о голоде. Но никто не говорил, или не педалировал на это внимание, о каком голоде идет речь. Потому что на самом деле голодоморов было несколько. Это, конечно, и гражданская война, это голод 20-х годов, это голод 30-х годов, это предвоенное время, это военное время, это 47-49 год, опять послевоенное время, это в 50-е годы, тоже когда скудно питались, а в 60-е, в 70-е мы уже столкнулись с дефицитом. Фактически всю историю Советского Союза народ не доедал. Недополучал того, что нужно, питался неполноценно и так далее, и так далее. Но что касается, вот в этих всех периодах голода и нехватки пропитания и так далее, как-то затерялись две страшные трагедии казахского народа, в результате которых он потерял половину своей численности. И когда старики говорили о голоде, и они говорили как бы, да, вот во время войны было так тяжело, и нам вот даже хлеба не хватало, и мы там, значит, из травы что-то там варили и так далее, и так далее. И никто не говорил об ашаршылыке, никто не говорил, что этот голод был в период и как следствие коллективизации, насильственной седентаризации и так далее, и так далее. Почему? Об этом не говорили. Почему на этом не заостряли внимание? И вот тут мы можем говорить о вытеснении памяти. Вытеснение памяти может иметь тоже несколько причин. Первое – это, конечно, страх. Страх увидеть истинную картину и масштабы произошедшего. Казахи, которые выжили и уходили в города по возвращении в свои аулы, понимали, что десяток аулов рядом просто не существует. Люди вымерли. Казахи, которые переживали голод, знали, что в степи были случаи поедания детей, что детей оставляли на растерзание волкам, например, девочку оставляли, чтобы спасти мальчика, что детей просто оставляли на дороге, и они умирали, что и вообще вся степь была усыпана трупами и так далее, и так далее. И вытеснение происходило, потому что психика человека не выдерживала этих страшных воспоминаний, этих картин, и люди хотели быстрее об этом забыть. Это первое. Второе – страх наказания. Если ты будешь об этом говорить, если ты будешь это проговаривать. Я считаю, одна из причин политических репрессий 1937 года заключается в том, что бывшие лошардинцы, образованные люди, которые были репрессированы, это были те люди, которые могли рассказать миру
о том ужасе, который произошел в степи, об искусственном голоде. И их репрессии – это в том числе и возможность сокрыть свидетельства носителей, свидетелей, кто мог грамотно, четко и аргументированно рассказать, что произошло в степи, куда делась половина 6-миллионного населения и численности казахов. И, наконец, еще одна причина, почему не говорили об Ашар-Шылыке, угроза наказания, невозможность психики вернуться к этим событиям, еще и то, что происходило вытеснение одних исторических событий другими. Конечно, репрессии конца 30-х годов заставили вообще всех просто молчать, не говорить лишнего, бояться лишнего слова. За какое-то, вот, я не знаю, случайно оброненное слово могли написать донос, посадить в тюрьму, отправить в ссылку и так далее, и так далее. А потом все эти ужасы первого периода советской власти были как бы закрыты победными реляциями Второй мировой войны, или, как ее называли, Великой Отечественной войны. Еще один кейс, я уже не буду его подробно рассматривать, который позволил бы нам понять, как заостряли внимание на победах и вытесняли, уводили и затушевывали внимание на том, какими жертвами, какой ценой досталась нам эта победа. И когда говорили о том, и казахов тоже пытаются как бы воодушевить тем, что наши деды вместе воевали, наши деды одержали победу, всегда забывают говорить о том, что именно наши деды-азиаты бросались в атаку без оружия, с одной винтовкой на 3-4, что наши дивизии конные бросались в атаку против пулеметов, и они гибли сразу же, в первые, так сказать, дни прибытия на фронт. Забывают говорить о том, что наши казахские азиатские дивизии защитили Москву и многое-многое другое. И еще я хочу сказать, когда нам говорят о том, что наши деды воевали за Сталина, и мы должны, значит, вот так с пиететом относиться к советской власти, у меня большие сомнения о том, что после Ашар-Шылыка 31-33 годов еще не прошло 10 лет после этого голода. Еще не прошло 5 лет после страшных политических репрессий, когда была буквально обезглавлена казахская нация. Это не только алашардинцы, образованные, Би, Байши, Жереше, Акыны, Жирао и так далее, и так далее. Не прошло и 5 лет после политических репрессий. И я сомневаюсь, что казахи, которые все это видели, и видели, как поступили с народом, в таком патриотическом угаре пошли воевать за Сталина. И я уверена, что их семьи, которые оставались в степи, были своего рода заложниками. Для чего я привожу эти примеры? Для того, чтобы мы поняли, увидели вот этот конфликт между версией канонизированной, которую мы изучаем в школе, в вузе, смотрим в кино, и теми событиями, той интерпретацией, которая существует в народе. Да? То есть в памяти народа сохранилось все то, что не нашло отражения в официальных источниках, назовем это так. Поэтому важно что сделать? Для того, чтобы составить себе более правдивую версию истории, нам нужно непременно сделать одно очень важное, так сказать, пройти один очень важный процесс, совершить реинтерпретацию нашей истории. Поскольку мы понимаем, что наша история подавалась выборочно, тенденциозно, и многие страницы, очень важные для казахской нации, остались за рамками этой истории, мы обязательно должны ее реинтерпретировать. Эта реинтерпретация позволит нам включить в нашу историю все то, что осталось за ее рамками, но продолжает жить в коллективной памяти нашего народа. Реинтерпретация истории важна еще и для того, чтобы мы, наконец, могли смотреть на себя не глазами другого, не глазами советской исторической школы,
чтобы мы посмотреть на свою историю сквозь призму своей ментальности, своей культуры, своего, в конце концов, местоположения и так далее, и так далее. Для чего все это важно? Это важно нам для возвращения к самим себе. Истинная история, не искаженная, не тенденциозная, не приукрашенная, не украшенная победными там лозунгами, да, тяжелая, трагическая, страшная, но правдивая, позволит нам лучше понять самих себя, наших дедов, наших прадедов. И это очень важный шаг к возвращению к себе. Еще один момент, который следовало бы сказать, это о том, что мы в поиске самих себя задаемся вопросом, как нам построить единую гражданскую нацию. Это очень актуальный сегодня вопрос, он дискутируется. Не этническую нацию, казахи давно сложились как нация, а именно гражданскую нацию, которая вместит в себя представителей всех этносов, проживающих в Казахстане. И то, о чем мы говорим, об истории общей, которую мы видим изнутри своими глазами, это первый шаг к построению единой нации, которая держится на 3 китах: общие ценности, общая история и общий язык, или единые ценности, история, язык. И в этой триаде одним из важных элементов является именно история, потому что одинаковый взгляд на наше трагическое или победное прошлое формирует наши ценности. Что есть исторические фильмы? Они формируют наши ценности, наших героев, те, на кого мы хотим быть похожими и так далее, и так далее. И общий взгляд на нашу общую историю позволит сформировать единые ценности. Что есть наша история, общая история с представителями разных этносов? Во многом, если мы не берем переселение эпохи Столыпинской реформы, во многом это общее прошлое достаточно трагическое, потому что на рубеже 20-30-х годов появляются переселенцы, которые были раскулачены в Украине, в России. Они появляются здесь не по своей воле. Не по своей воле появляются здесь, я имею в виду Северном Прибалхашье, не по своей воле появляются в 1937 году корейцы. Потом чеченцы, турки-месхетинцы, ингуши, карачаевцы, калмыки, крымские татары, естественно, там русские, украинцы, поляки, литовцы, немцы и так далее, и так далее. Огромное количество этносов появляется здесь, увы, не по своей воле. Они стали жертвой советской политики. Раскулаченные, депортированные, политически ссыльные, эвакуированные, военнопленные и так далее, и так далее. И мы прекрасно понимаем, что у них в коллективной памяти этих этносов тоже сохранились травмирующие события их появления в Казахстане, потому что их лишали родины. И вот в этом долгом пути из своей родины в Казахстан в вагонах для перевозки скота они теряли часть своего народа. Прошли огромные жертвы, прежде чем выжить и обосноваться в казахской степи. И когда мы говорим о неких событиях, умалчиваемых традиционной историей, мы, требуя, чтобы услышали наш голос, мы должны быть готовы к тому, чтобы услышать голоса многих других корейцев, немцев, литовцев, поляков, латышей, чеченцев, карачаевцев, крымских татар, узбеков, киргизов и так далее, и так далее. В нашей общей истории, истории Казахстана, обязательно должны быть представлены эти голоса, их оценки, их позиционирование, самопозиционирование, их видение себя в целом в истории Казахстана. И точно так же, как казахи должны проработать свои травмы, мы должны дать возможность всем этносам проработать свои травмы. Эмпатия, которую мы будем испытывать по отношению друг к другу, сделает нас ближе. И общаясь с крымским татарином, с чеченцем, с литовцем, с поляком, мы будем видеть и знать трагедию его народа. И этот человек
будет, естественно, вызывать у нас гораздо более теплых, наверное, таких чувств, да, чувство близости, основанное на том, что мы пережили одинаковые трагедии. И это очень важный момент обретения единства вот нашей гражданской нации. Этот путь еще впереди. Мы знаем, что трагические события, которые пережили казахи, только-только становятся предметом отражения в кинематографе, в литературе. Еще не снято огромное количество фильмов, не поставлены спектакли, не написаны публицистические книги, которые бы повествовали нам о трагической истории наших земляков, наших соотечественников, представителей многих этносов, проживающих в Казахстане.